Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что изменит вашу жизнь навсегда? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, тоже скрыто и то, о чем желаем услышать и узнать. Так, какая красивая отсыпка. Невероятно. Ну, давайте пойдем поэтапно. Так, мои хорошие, отсыпка у нас общая. Вы, пожалуйста, помните об этом. Но раз вы сюда попали, значит, здесь есть информация персонально для вас. Смотрите, бросается в глаза обилие дорог. Много дорог. Дороги предсказанные и дороги неожиданные. Предсказанные — это то, что вы себе думаете, куда вы собираетесь, о чем вы мечтаете. И момент вот неожиданных дорог — это когда вас застают врасплох, когда нужно быстро собраться и куда-то ехать. Причины могут быть разные. Вот дороги меняют вашу жизнь навсегда. Если вы хотели уехать, переехать, планировали, вы обязательно поедете. И там вас ждут прекрасные изменения. Там, смотрите, какие люди вас окружают, шикарные. Там условия какие-то невероятные будут. А кто-то и личную жизнь устроит именно через дорогу. То есть вы, переехав на новое место, да, встретите свою любовь, встретите свою половиночку. Выйдете замуж, будете жить и не тужить. То же самое, кстати, и для мужчин. Вот. Также возможен вариант, что вы уже имеете свою любовь. Ваша любовь живет в другом городе, в другой стране, на другом континенте. И вы поедете к своей любви и будете там вместе. Жить, не тужить, радоваться. Так, это то, что касается предсказуемого. Непредсказуемые дороги. Сразу хочу предупредить, не от хороших событий вы отправляетесь в путь. Нет позитивного момента, что вы вот прям все бросаете, собираете чемодан и уезжаете. Нет. Здесь могут быть моменты, когда вас выдавливают и выталкивают. Это могут быть как и высшие силы, так и очень спорные, коварные обстоятельства. Здесь очень похоже на, как побег, да, человек бежит от своей ситуации. Бежит, как говорится, куда глаза глядят. В вашем конкретном случае вы забежите туда, там, где вам будет просто шикарно, хорошо. У вас, кстати, вот от этой дороги случайной идет какая-то новая роль в жизни, новая позиция. Если вы, обычно по жизни, да, все ножками, на ножках, да, то в новой жизни вы уже сидите. Вы сидите в шикарном кресле. Да, возможно, это кресло автомобиля. Это кресло высокого начальника. То есть вы комфортно себя чувствуете. Да, при таких спорных обстоятельствах вы бежите туда, где будет очень хорошо. Где будет ваше будущее, где мечты начнут исполняться. Так, давайте вернемся к истокам. В истоке у меня чаша. Чаша наполненная. Это любовь. Это любовь, это хорошее здоровье. И это дары, которые дают нам высшие силы. Смотрите, любовь. Любовь может быть как и новая, да, с новым человеком. Вы встретите человека, с кем будет у вас любовь. У других же отыграется как восстановление связей, да, и любовь как-то заиграет в новом ключе. Здесь точно вот кто-то восстановится, особенно те, у кого есть дети. Вот дети есть, вы развелись, да, либо вы расстались, вы обязательно восстановитесь. Потому что то, что вы друг другу испытываете, это и есть любовь. Может быть, сразу не поняли, может быть, из-за каких-то глупых там претензий, обид, вмешательств, опять же таки, да. Вы на время забыли, что вы друг друга любите, но вы об этом вспомните, все у вас будет хорошо. Вот. А для тех, кто без отношений, новый человек идет, причем человек очень изобильный,
человек талантливый, человек ресурсный, человек способный, да, на какие-то вот прям действия, поступки, даже какое-то жертвование собой ради тех, кого он любит. Ну, красота, красота. Вот у вас любовь взаимная, чаша полная. Она еще, видите, у вас фонтанирует. Это тоже очень хороший знак. Так, а что касается здоровья, возможно, сейчас у вас есть какие-то проблемки, либо вы страдаете от каких-то не очень хороших диагнозов. Поверьте, здоровье, оно не только вернется, оно еще и приумножится. То есть вас однозначно и вылечат, и на ноги поставят, и еще как здоровее, чем здоровые будете. Вот настолько у вас все хорошо будет. Это дар. Дар счастья, дар здоровья, дар любви. Это то, что вы получаете свыше. Кстати, это то, что вы заработали. Это то, что вы заслужили. Своими усилиями, своими хорошими поступками, своими слезами, да, что натерпелись, что повидали. Все это заработанное. Это не случается на ровном месте. Там, ты кто? Я Аня. Вот, пожалуйста, держи. Нет, нет, нет. Здесь высшие силы все контролируют. Это все свыше придет. Заслуженно придет. Так, идем дальше. Здесь у меня крест. Крест. Ну, это какое-то дело, это какая-то работа. Знаете, вас как будто бы освободят от того, что вам плохо, от того, что вам противно, и от того, где вы не смогли добиться каких-то результатов, успехов. Освободить могут, ну, по-разному, да, могут и уволить, могут сократить. Может, вы психанете, напишите заявление по собственному желанию. То есть у вас есть свобода от каких-то пут, от каких-то оков, от цепей, от того, что было плохо для вас. Получив эту свободу, смотрите, у вас вырастают крылья. У вас действительно крылья, и вы найдете себя, вы найдете свое место. Вы взойдете на свою ступеньку, да, на свой пьедестал зайдете. Хороший знак. Очень похоже, что вы будете работать как сами на себя. Это может быть собственный бизнес, это может быть фриланс, и это может быть хобби, увлечение, которое будет приносить вам деньги. Потому что человек с крыльями только лишь, когда он занимается тем, что он поистине любит, и тем, что ему очень-очень нравится. По-другому крылья не растут. Даже если, например, работа очень прибыльная, но она вам не нравится, крылья никогда не вырастут. В данном конкретном случае человек с крыльями абсолютно всем доволен, счастлив и на своем месте, как говорится. Хороший знак, приятный. Так, мужчина. Вот у меня четко показали мужчину. У мужчины в голове какое-то дело. Дело как ребенок, то есть детище. Человек это все придумал. Человек понимает, что у него есть талант к этому. Да, это желание его сердца заниматься этим делом. Возможно, обстоятельства не очень сопутствуют. Либо у вас финансов не хватает на то, чтобы начать то, чем вы мечтаете заниматься. Идет встреча. У мужчины идет встреча судьбоносная, встреча с тем, кто в вас поверит, кто будет либо помогать вам это дело реализовывать, либо кто будет материально в вас вкладываться, да, спонсировать, значит, это ваше дело. В любом случае хороший знак. Знак того, что у вас будет возможность все это реализовать. Не бойтесь, что вы не один. Да, я понимаю, что вы хотели сами на себя, так чтобы никто не мешал. Но в данном конкретном случае время идет. Время-то идет. И, кстати, я вижу, что ваши желания, они ведь начали притупляться от того, что они не могут быть реализованы. Поэтому воспользуйтесь этой встречей. Поверьте, человек вас не обидит. Наоборот, вы с этим человеком, я даже не знаю, породнитесь, возможно. Но если вы мужчина свободный и вам встретится женщина, почему нет, брак заключите. Если это мужчина и мужчина встречаются, возможно, вы там кумовьями станете. Либо этого человека брата будете называть, а он вас братом. Да, здесь очень. Тут и дружба, и сотрудничество идет, да, либо какая-то близкая связь у вас идет. Но благодаря этому человеку вы сможете реализовать свою мечту, причем очень успешно.
Очень успешно. Так. Здесь у меня такой интересный знак вышел. Ну, знак популярного, известного человека. Человек, ну, как будто бы в зените своей славы, своей популярности. Какой-то сложный путь. Путь провалов, путь насмешек, путь... Знаете, как будто бы вы в себя верили, а в вас никто не верил. Очень много хейта я у вас вижу. Как будто бы вот эти обидные слова вам все время кидают и в лицо, и в грудь, и в спину, да, везде, вот как распяли вас этими обидными словами. А вы все равно идете, уже как, знаете, по течению плывете. Вас ждет какой-то невероятный момент, как на ровном месте. Вы как будто бы просыпаетесь и понимаете, что вы популярны, что все про вас говорят, все вами восхищаются, там, все к вам стремятся, хочется там до вас дотронуться, с вами пообщаться. Момент, да, действительно триумфа идет. Особенно вот молодые люди, да, кто там любит всякие эти социальные сети, там ищет своей славы популярности, вот для вас это 100% актуально. Для людей, которые давно, например, в интернете работают и неуспешно, для вас это тоже актуально. Идет у вас день истины. Без каких-то ваших особых усилий. Ну, я вижу, что у вас все в обычном ключе, да? Вот идет именно прорыв. Прорыв и популярность, известность, и вы в зените находитесь. Так. Здесь какой-то секрет, какая-то тайна. Секрет, тайна. Знаете, есть такое впечатление, что вас кто-то годами, да, месяцами, годами обманывал, причем обманывал очень жестко. Вы из-за этого обмана лишались каких-то возможностей, лишались ресурсов, лишались перспектив, да, много как бы теряли, да, из-за того, что вас обманывали. Это раскроется и придет как отрезвление, да, вы поймете, что перед вами человек и не друг, и не любимый, а вражина, змеюка подколодная. Я вижу, что вы с этим человеком попрощаетесь. Попрощаетесь и вот начнете новую жизнь. Новую, абсолютно здоровую, продуктивную и радостную жизнь. Да, возможно, человек как подворовывал и жил на вашем. Но конец идет этой ситуации. Вы вот с последних сил тянетесь, да, пытаетесь что-то обеспечить, да, может быть, материальное благополучие, там, базу материальную, финансовое благополучие. А не получается, потому что вас обманывают, потому что вас дурят, потому что с вас тянут, понимаете, тянут, до последнего тянут. Как только этого человека не будет в вашей жизни, ну, красота, вам не только будет хватать, у вас излишек будет оставаться. Плюс еще эмоциональное состояние ваше улучшится, усилится. Но человек явный абьюзер. Но я точно вижу, что после раскрытия какой-то информации, какой-то тайны, вы с этим человеком прощаетесь и правильно делаете. Правильно, вы для себя открываете новую жизнь. Жизнь в удовольствие, в радость, в достатке, а не так, как вы жили до. Так, еще. Здесь какая-то организация сыграет важную роль в вашей жизни. Я не могу сказать, кто они. Это государственная, волонтерская. Ну, это как орган какой-то, да, либо компания, наверное, какая-то. Они не действуют просто там наобум. Там какая-то поддержка, там документы какие-то идут. Вы то ли в какой-то программе будете участвовать, программа, либо вы обратитесь за какой-то помощью. Смотрите, вы обращаетесь за малым, да, там, за пальчиком, а вам целую руку дадут. Вот. Здесь помощь будет гораздо больше, чем вы просите, либо нуждаетесь. Может быть, это какая-то денежная поддержка, либо вы будете подавать заявку на улучшение там, жилищных условий, либо в принципе у вас никаких жилищных условий нету, вам нужно место жительства. Вот на вас упадет выбор, на вас идет 7. То есть именно вам вот прям по полной дадут, даже больше. Вы так будете счастливы,
Вам такое впечатление, что по жизни не особо помогали, там ни государство, ни какие-то там органы, организации. А тут смотрите, такой переход у вас идет. Ну, шикарно, просто шикарно. Вам завидовать будут. Завидовать, кстати, будут не только чужие, но и свои будут завидовать. Вот правда, не всем так везет, а вот именно вам повезет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.